привел меня в церковь в подростковом возрасте, в раннем подростковом возрасте. Потом в период юношества было некоторое метание, некоторое сомнение. Но после 20 лет Господь устроил так, что все мои планы мирские были разрушены, и направил меня служить в церковь. Необычно началась пасхальная служба в одном из православных храмов Актобе. Священнослужитель поприветствовал прихожан на казахском языке. После на языке абая прочли и отрывок из Евангелия. Рақымның үстіне рақым қабылдадық. Өйткені заң Мойсей арқылы берілді. Ал рақым мен шындық Иисус Христос арқылы пайда болды. Вот тогда, когда вы провели службу на казахском языке, как отреагировали ваши коллеги, паства? Какова реакция была? Дело в том, что ничего нового на самом деле я не совершил. И то, что писали блогеры и журналисты, будто бы я провел богослужение на казахском языке, это моя мечта. И знать казахский язык, самому разговаривать на нем и молиться. У меня есть молитвослов, я дома читаю часть молитв по-казахски. Но в церкви богослужение у нас на церковно-славянском языке. Однако в большие праздники, особенно на Пасху, читают Евангелие, это такой один из центральных торжественных моментов литургии, читают на разных языках. И в больших городах, соборах, где много священников, фрагменты из Евангелия звучат на разных языках. На современных, на древних, на мертвых, на латыни, на греческом, на английском, французском. Конечно же, будучи в Казахстане, не прочитать Евангелие на казахском языке. Но дело в том, что в тот момент я находился в такой своеобразной ссылке по документам командировки в отдаленном месте, можно сказать, в провинции, я как житель столицы. Замечательный город Актобе, где я 3 месяца прожил, очень полюбил и город, и его жителей. Для них это было в новинку. И настоятель прочитал Евангелие, как и положено, на церковно-славянском, потом я прочитал его на казахском языке. Поэтому прихожане восприняли неоднозначно. Те прихожане, которые присутствовали в храме, они, по-моему, обрадовались. Тем более, среди прихожан там есть небольшое количество казахов, в том числе казахоязычных, которые по-русски говорят с трудом. Для них это было вообще невероятная радость и большой подарок. Собственно, ради них я захотел его прочитать. Ради себя, потому что я в тот момент очень активно изучал язык. Потом обленился, немножко забросил, сейчас надо себя заставлять. А те люди, которые не были в церкви в тот момент, но услышали об этом из интернета и социальных сетей, они жутко возмущались. Не все, но какая-то часть была. Я помню комментарии, это было тоже достаточно. Не понравилось это и многим казахам тоже. Одни восторженно говорили ура, а другие говорили, зачем это нам, вашу веру навязываете. Я помню эти комментарии, я тоже читал. Разные реакции. А после всего этого, проявлять это ваше видео, где вы читаете, ведете службу на казахском языке. И после этого мы все стали свидетелями этих ужасных новостей, из Украины, когда война идет, и каждый день там убийства, и многие люди убивают. И я помню, вы тогда очень отчетливо, очень ясно осудили войну. Я увидел, какую ожесточенную реакцию получило все это со стороны, скажем так, руководства церкви, духовного руководства, епархии. Когда, если я правильно понимаю, это была создана целая комиссия, которая рассматривала вопрос отключения вас от церкви. Хотя вы говорили о простых вещах и вполне обычных, что нельзя одобрять войну, нельзя благословлять оружие, что нужно прилагать все усилия для того, чтобы наступил мир. Почему, как вы думаете, почему именно такая достаточно неадекватная реакция на ваши слова наступила именно со стороны руководства церкви? Здесь стоит сказать о 2 моментах. Первое, о том, что
в Русской Православной Церкви, в практике, так скажем, ну, это может быть даже не записано, это такой фольклор, это такое предание, которое существует и передается там от сердца к сердцу, от ума к уму. Мы веруем в Иисуса Христа, мы веруем по-православному, но при этом по-русски. Вот эта вот русскость, вот эта вот особенность, ну, много веков вот это формировалась такая мессианская идея, какая-то особая избранность, особый путь русского народа, вот, имперскость. Вот. И Русская Православная Церковь, она была встроена в эти нарративы, которые формулировались, ну, в 19 веке: православие, самодержавие, народность. Православие на первом месте. И вот эта русскость, она как бы присутствует. Да, мы православные, да, мы исповедуем символ веры, но при этом, мне кажется, моя такая оценка, я могу ошибаться, пусть меня поправят, но вот в настоящее время среди богословов и религиоведов, в основном в эмиграции, в православной среде, ведутся споры, иногда довольно ожесточенные. Есть ряд людей, ряд экспертов, которые считают, что вот патриарх Кирилл, он еретик, и что вот, какую-то часть, верхушку, руководства, Синод Русской Православной Церкви следует признать находящимися в ереси. Другие же с этим категорически спорят. Они также осуждают, да, участие церкви в войне, обслуживание церкви и государства, но считают, что ересью называть это нельзя. Вот. По-моему, это, ну, не совсем ересь вот в классическом богословском понимании, но это какое-то идолопоклонство. К учению церкви, к православному исповеданию примешивается определенное идолопоклонство. То есть служение кроме Бога, кроме того, о чем учит 2000 лет церковь, вот этого веры в государство, веры в империю, там, в императора, в царя, в президента, в какую-то святую Русь, вот это они говорят, даже так постулируют триединая Русь, там, великая, малая, белая, ну вот три восточнославянских народа. Вот это вот триединая Русь, это триадологическая терминология, это терминология из области догматического богословия. Вот на современном этапе вот эта вот примитивная богословская мысль, так скажем, фольклорная, я не думаю, что какой-то богослов или какой-то религиозный философ или там епископ как бы вот постулировал это, как бы обосновывал, но это то, что вот существует в неписанном виде. Это компот постмодернистский компот из таких вот идей христианства, большевизма, имперской России, вот каких-то мифов, вот такая вот мифология. И все это, наверное, следует назвать идолопоклонством, культом вождя. Ну, вот был культ личности Сталина, сегодня своего рода тоже культ личности. Почему это культ? Культ государства. То есть культ — это нечто религиозное. Когда придется некий сакральный смысл. Да, смысл. некий сакральный смысл. То есть вот, церковь, она призвана служить Богу, ну, так вот, как на 7 Вселенских соборах святые отцы установили. А тут возникают какие-то культы посторонние. Я считаю, что позицию патриарха Кирилла и руководства Русской Православной Церкви ересью считать, наверное, не следует, но нужно говорить о том, что они помимо православного христианства исповедуют, и не только исповедуют, но и поддерживают вот некоторые идолопоклоннические интенции. И, к сожалению, рядовой народ, простые верующие, простые прихожане, они очень близко к сердцу к этому принимают. И вот эта вот идея Святой Руси, вот эта вот идея какого-то братства, даже то, что нет украинского народа вообще, это как бы вот русские, которые отказались от своей русскости. Вот тут такая ерунда, такая ложь совершенно, которая противоречит элементарным даже научным данным. То есть, ну вот академик Андрей Залезняк говорил, наступает эпоха нового средневековья. Лженаука, лжерелигия, разные суеверия, все вот это вот. И в общем компоте вот этой вот русского мира, такой, это постмодернистская, конечно же, идеология. Глубокий портрет батюшки. Это священник, который пережил период гонений
в советское время при Сталине был в лагере на Колыме, кажется. В Воркуте, да, Воркут-Печлак. Там потом в ссылке был и свою жизнь он закончил в Казахстане, в Таразе. Я собирал о нем биографические материалы, работал в архивах и искал стариков, которые помнят его. Вот, и записывал у людей интервью, воспоминания. И вот одна бабушка, она эту икону сохранила, и она мне ее подарила. Она нуждается в реставрации. Это икона Божьей Матери, Пресвятой Богородицы, всех скорбящих радости. Вот здесь, обычно классическая икона всех скорбящей радости. В центре во весь рост Пресвятая Богородица с Иисусом Христом на руках. Вот. И справа и слева стоят люди, нуждающиеся в помощи, хромые, слепые, сироты, в общем, люди, которым нужна помощь и поддержка. Вот, и ангелы им помогают. Как бы Богородица подает помощь, и по ее благословению людям ангельская помощь оказывается. Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. В нашу эпоху, когда церковь как институт, как земная организация стала инструментом власти, в российской власти, кремлевской пропаганды, церковь, по большому счету, вот русская православная церковь, надо понимать, что церковь понимается очень по-разному. Есть богословское понятие, да, мистическое понятие церкви, как единство всех людей, верующих в Бога. Вот, все, кто в Бога поверил, прикоснулся к Богу, между ними есть мистическая связь. То, что нас объединяет, наша общая вера, учение и сам Бог вместе с нами, это и есть церковь. Но есть и также институциональное, бюрократическое понимание. Вот в этом понимании Русская Православная Церковь, конечно же, она внесла свой большой вклад в развитие идеологии путинизма, в постулирование тех идей, которые сегодня называют русским миром, то, что является базовой основой российской агрессии против Украины, против других стран, это разжигание межнациональной розни, международной агрессии, вплоть до того, что там идет проповедь будущей ядерной войны. Вот, Русская Православная Церковь внесла большой вклад. Она вырастила вот это зло, которое заседает в Кремле. Вот, и сегодня она полностью обслуживает интересы путинского режима, интересы страны-агрессора. В Русской Православной Церкви в 20 веке в результате этих советских преобразований, когда митрополит Сергий, будущий патриарх Сергий Строгородский, заключил своего рода такой конкордат с безбожной большевистской властью, по сути, этот конкордат до сих пор продолжается, возникло такое системное искажение, системное извращение. Со временем сформировалась такая корпорация епископов, управленцев, богатых людей, которые действуют часто не в интересах церкви, а в интересах собственной корпорации. Вот. И это настораживало и меня, и настораживало многих других, и продолжает настораживать. Вот. И для меня позиция руководства Русской Православной Церкви по войне, это благословение ракет, освящение танков, ракета сатана, надо же так назвать ракету, и идет епископ, ее святой водой кропит, как будто сатана перестанет быть сатаной. Если бы он при этом хотя бы говорил слова, пусть эта ракета никого не убьет, так нет же, он освящает ее для того, чтобы она разрушила чей-то дом. Вот это нарушение заповедей библейских, вот это отступление от Иисуса Христа, который говорит: вложи меч твой в ножны,
потому что взявший меч от меча погибнет. Вот. Это стало следствием тех искажений, тех извращений, которые были не на уровне вероучения, но на уровне административного руководства церкви вот как раз до начала войны. Вот. И то, что присутствовал дух авторитаризма, по сути, это дух антихриста, когда власть Бога подменяется властью человека в церкви. Вот этот дух антихриста, он привел к тому, что руководство церкви полностью извратило, по сути, в своей практике христианскую веру. И вот это желание победить Россию сегодня приобрело, как мы знаем, очень опасные формы. Мы молимся Господу, чтобы Он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. Яков, вам не одиноко? Мне как-то Бог всегда не дает длительных промежутков для одиночества и для депрессии. У меня всегда находятся какие-то дела, находятся друзья, у меня довольно много друзей, которым всегда нужна моя помощь. Вот я как бы сам безработный, ищу там где-то какие-то заработки, где-то какие-то колымы, и мне вдруг там звонит человек, которому нужно срочно денег. И я вот только заработал, я ему отдаю, и мне снова надо... Это хорошо. Потому что ты нуждаешься в людях, люди нуждаются в тебе. Нет, мне не одиноко. Или вот ступеньки, и вверху кнопка для инвалида, чтобы вызвать помощников. Это инвалиду надо какую-то палку, чтобы ее нажать. Лифты наделали в этих надземных переходах, а лифты не работают. Ну я знаю, да, я один раз я уже видел это, что они нормально стоят. Поднимайся. Моя, так сказать, мой дом. За этим моим. Я здесь. С Геннадием мы познакомились по интернету. Он мне написал, спросил номер, можно ли позвонить. Позвонил и говорит, я хочу уехать из России, потому что не могу жить среди рашистов. Когда рушат Украину, когда убивают людей, и это оправдывают, это поддерживают. Я хочу уехать. Я инвалид первой группы, ограничен в возможностях, самостоятельно не передвигаюсь, но у меня инвалидная коляска с мотором, которая очень помогает мне передвигаться. Я ищу человека, который мне поможет переехать. Ну, я так подумал, оценил, что это будет очень тяжело. Я примерно представляю, я был в хосписах, и у меня были прихожане, у которых родители, там, старики, больные, неходячие. Ну, я подумал, что вот россияне, многие переехали, уехали в разные страны, в том числе вот у нас в Казахстане много релокантов. И это не только молодые люди призывного возраста. Ведь уезжают и люди, которые не попадают под призыв, и женщины, и даже пожилые люди. Они не согласны там с режимом, они не хотят там жить и поддерживать. А этот человек, он не может сам уехать. Ну, а кто ему поможет, кроме меня? Вот он ко мне обратился, а заповедь Нового Завета, приходящего ко мне, не прогоню. Просто это мой христианский долг. Я надеюсь, что казахские власти дадут мне ВНЗ, и я построю свой дом в Алматы. Он очень рад, что он приехал сюда. Вот, у него завтра будет творческий вечер, он будет читать свои стихи. В России он не имел такой возможности. Вот, а здесь, ну, не знаю, кто-то придет, не придет, но во всяком случае человек имеет возможность творчески самовыражаться там, и имеет какие-то надежды. И, ну, во всяком случае, он говорит, здесь люди добрее, и приветливее, и отзывчивее. Я приехал из России, нахожусь в Алматы уже 3 недели. Очень счастлив и очарован этим городом.
Уехал я потому, что я не согласен с войной между Россией, напавшей на Украину. Родители никогда не считали меня инвалидом и воспитывали как обычного нормального ребенка. После окончания аспирантуры я создал уникальный театр имени своего педагога, который не был в детстве моим педагогом, Екатерины Васильевны Орловой. Она была замучена советской властью, затравлена. Это отдельная история. Я, по сути, стал репертуарным театром. Я сначала выступал бродячей собакой, со своими политическими вечерами. И, по сути, мы стали уже потом другие спектакли. То есть я выиграл не среди инвалидов, а среди театров Петербурга 5 грантов на постановку спектаклей. Я возвращаться в российскую державу не собираюсь. Даже дело не во власти, ребята, не мне, в народе, понимаете, который это допустил. И Москва, Питер вышла, и как Майдан был, то и вместо него ходила, войны бы не было, Путина бы не было. Мы бы жили в другом мире. Им плевать, что каждый день убивают Украину, что убивают детей. Так всем наплевать, понимаете? Но я свободен! Свободен! Будь здоровы! У меня складывается иногда такое ощущение, что все катится в тартарары, что иногда теряется проблеск надежды. А вот как вы это видите? Есть надежда? Нам есть на что надеяться вообще, в принципе? Конечно, нам всегда следует надеяться на лучшее, надеяться на Бога, понимать, что Он нас не оставит. И я могу предсказать каждому человеку, что его ждет. Старость, болезнь, смерть и страшный суд Божий. Вот зная это, что мне предстоит лечь в гроб и предстать перед лицом Бога на суде, что мне, чего бояться? Войны, экономического кризиса, чего бояться? Ну вот самое это главное, к чему я иду, это вот это. И то, что все мы предстанем там, независимо от того, я умру я в 90 лет, или меня молодого машина собьет, или на войне я погибну, защищая свою родину, или нападая на чужую родину, все это не имеет значения. Доживу я до того момента, когда протрубит архангел, и Христос вот он придет, или я умру раньше, какая разница? Я буду стоять перед Ним. И каково будет мое предстояние перед лицом Творца, как это радостная встреча. Я всю жизнь жил для того, чтобы встретить Тебя, мой Боже, мой Господи. Я Тебя так люблю. Я грешник. Я знаю, что я Тебя прогневал много раз. Но я Тебя все равно люблю. И я очень надеюсь, что Ты меня простишь. Вот. Или же я предстану так, что Ты мне не нужен. Я Тебя никогда не искал. Я не знал, кто Ты, пока жил здесь на земле. И зачем Ты мне нужен после смерти? Вот как бы рай и ад — это такие понятия,
которые, средневековая мифология, там у Данте Алигьери там жарят на сковородках, или птицы поют, ангелы. Вот, на самом деле, либо это, я вот так объясняю, да, либо это полнота любви, ты знаешь Бога, ты ищешь Его, ты ждешь встречи с Ним, и ты понимаешь, что все окружающие тебя это Его творение. Даже если они озлобились, даже если они в настоящий момент, может быть, кого-то убивают, насилуют, а может завтра покаются. Я вот надеюсь, я недавно спорил с одним человеком, который я Сталина ни в коем случае не оправдываю. Для меня это тиран и убийца. Вот. Но я надеюсь, что как человек, может быть, он когда лежал там в кабинете, подыхал на полу, к нему врачей не пускали, он обоссанный. Может, в этот момент он вспомнил о Боге. Может быть, он там плакал и просил прощения. Может быть. И кто его знает, Бог милостив. Может, он как-то, не в рай его возьмет, но хотя бы облегчит его участь. Поэтому я думаю, есть злодейство. Злодейство они от сатаны. Да, человек является инструментом сатаны. А есть человек. И каждый человек имеет право на покаяние. Видите, Яков, мне так видится, что как будто бы создается ощущение, что люди абсолютно, в большинстве своем, или из-за того, что их голос громче слышен, как будто люди в большинстве своем не способны брать ответственность за свои решения. И им легче находить какие-то простые ответы, простые решения. И эти простые ответы и решения, они звучат так, что лучше разделять на наших, не наших, что лучше ненавидеть, чем любить, потому что любить это все-таки работа, да, какая-то, некие силы нужно прилагать к этому, чтобы в себе воспитать это, а ненавидеть проще, да, и так далее и тому подобное. И вот поэтому я и спрашиваю, вот чисто в цивилизационном плане, вам, как священнослужителю, видится ли, что в будущем человечество, что все-таки придет к тому, что откажется от практик войны, от насилия и так далее? Вот. То, что вы говорили в начале вашего вопроса, очень созвучно с теми словами, которые великий инквизитор в романе Достоевского Иисусу Христу предъявлял претензию. Зачем ты дал им свободу? Ведь свободу воспринять готовы и способны только единицы. Им жесткая рука нужна. Вот. Дай нам право исправить твое учение, учение Христа исправить. Нам, кому? Священникам, епископам, кардиналам, инквизиторам. Чтобы люди свою свободу принесли к нашим ногам, а мы им дадим хлеб, мы им дадим чудеса. Что человеку надо? Немножко чудес, немножко хлеба и достаточно. И свобода ему не нужна. Но Христос дал свободу. Поэтому, конечно, да, это правда. Очень немногие могут следовать свободе, могут следовать заповедям Божьим. Вот, но, тем не менее, Бог свободу не уничижает, да, человека рабом не делает. Что же касается будущего цивилизации, то, наверное, если мы не живем в предапокалиптическое время, а всегда, когда человечество проходит какие-то цивилизационные этапы, сопровождающиеся войнами, кризисами, собственно, нарушение каких-то стереотипов, культурных, цивилизационных стереотипов, возникает, такая вот тревога, что вот конец близко. Вот скоро придет Антихрист, будет править на земле, а потом все, вот конец мира. Вот. Я не исключаю, что, может быть, да, вот уже это время настало. Вот. Но мы же не знаем, никто не знает. Иисус Христос сказал, что даже ангелы не знают, только Отец Небесный. А может быть, люди покаются, ведь много зависит именно от людей самих. Бог дал нам свободу. Если будет покаяние, если люди будут обращаться к Богу, там, жители России, жители Украины, жители Казахстана, Америки, неважно, человек, он везде одинаков. Духовная природа человека везде. Вот и помните, вот в Библии такой эпизод, когда Бог приходит к Аврааму и сообщает ему, что он идет уничтожить Содом и Гоморру, города, где совершалось просто насилие над людьми. Там пришли ангелы в виде юношей в гости к Лоту,
А местные жители просят: отдай нам этих юношей, значит, для чего? Для сексуального насилия. То есть это не просто извращение, а это именно вот насилие, как бы сказать, издевательство над человеком, унижение человека. Вот. Бог решил эти города уничтожить. А Авраам просит: может быть, ты помилуешь, жалко же, это же люди. Говорит, если там найдется какое-то число, 50, может там 50 праведников есть, он говорит: да, ради 50 праведников я помилую. Он говорит: прости меня, Боже, а если там не найдется 50, а найдется 40. Бог говорит: хорошо, ради 40, по твоей просьбе я помилую всех вот этих грешников, всех вот этих, которые насилуют путешественников. Вообще закон гостеприимства, надо гостя накормить, а они, значит, гостей насиловали. И Авраам понижает, говорит: Господи, если там найдется хотя бы 10 праведников. Ради 10 праведников Бог готов терпеть вот огромную толпу негодных людей. Вот если в современном мире есть какая-то горстка людей, здесь, наверное, надо обратиться к каждому сердцу и каждому человеку. Обратитесь к Богу, где бы вы ни жили, да, от нашей веры, от нашего покаяния зависит будущее цивилизации. Вот Бог отложит этот конец света. И, да, возможно, это еще не предапокалиптическое время, а это просто время переформатирования. Там Российская империя разрушается, а может быть, на ее месте возникнет какое-то новое, вполне прекрасное. Русская-то культура, она неплохая. Сколько доброго, сколько светлого, сколько святых история России принесла, сколько гениев. Вот. Вполне возможно, что зародится какое-то новое государство. Почему я говорю именно про Россию? Потому что мы в Казахстане ближайшие соседи, и мы всячески зависим там, экономически, социально, культурно, политически и так далее именно вот от России. Возможно, что и Соединенные Штаты Америки разрушатся. И то, что говорят там современные экономисты, политологи, то нигде стабильности нет. Там наш сосед Китай, великий могучий, тоже говорят мыльный пузырь. Может произойдет переформатирование и будет какой-то новый этап, какое-то новое тысячелетие. Человечество вполне себе спокойно будет жить. Вот. Но думать о таких далеких вещах надо сегодня думать о тех людях, которые рядом с нами, которые нуждаются в нашей помощи. Вот. Помочь всему миру невозможно, а помочь тому, кто рядом, надо стараться. Тяготы друг друга носите, так исполните закон Христа, апостол Павел учит.